Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие, хочу предложить вам старинное турецкое гадание на песке. Это гадание пришло к нам из османских гаремов, но и повсеместно сейчас в современной жизни также используется. Я живу в Турции, я обучалась этому гаданию. Скажу сразу, это гадание очень волшебное, мне оно очень нравится. И я хочу подарить кусочек восточной тайны вам, мои дорогие зрители, потому что знаю, многие любят Турцию и турецкую культуру. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Чем одарит вас судьба до конца этого месяца? Давайте посмотрим, что нам ждать от судьбы, каких подарочков, каких событий, ну и всего того, что нам покажет песочек. Пожалуйста, посмотрите на песок мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Чем одарит меня судьба до конца этого месяца? Надеюсь, вы настроились, задали вопрос. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и дать вам самую четкую, честную информацию. Итак, чем одарит вас судьба до конца этого месяца? Так, мои дорогие, чем вас одарит? Исполнение. Я вижу здесь исполнение. Исполнение мечты, исполнение желания. У кого-то будет крупное, а у кого-то будет и мелкое, да, но тем не менее очень-очень приятное. Я вижу хорошее настроение, я вижу смех, я вижу улыбки, я вижу радость. Я вижу, что слезки высыхают, да, они высыхают, во-первых, да, и во-вторых, они вытекают только потому, что вы очень сильно и громко смеетесь. Вот такое, знаете, прям такой очень заливистый смех идет, да. Вот именно тот момент, когда человек плачет именно от счастья. Так что судьба вас одарит каким-то очень счастливым моментом. Еще я вижу у вас семерочку. Семерочка мне говорит о очень сильной энергии, да, вот прям энергия будет через край. Вы вот прям почувствуете, что вы вот не ходите, а летаете, да, у вас прям такой бодрячок пойдет, да, и утром будете просыпаться очень рано, прям вставать, бежать, делать все дела, и не будете чувствовать, например, усталости. Здесь, конечно, энергия очень сильно идет, и вам я прям советую использовать эту энергию во благо себе, а именно ставить самые такие, знаете, сложные задачи, понимать, что вы их обязательно выполните, потому что прям как-то прямая связь у вас с космосом идет в эти дни. Да, вот до конца месяца прямая связь с космосом будет у вас все прям идти, получаться. Так, здесь я вижу не очень приятный момент. Те, кто ссорился, те, кто спорил. Мои дорогие, что я хочу сказать? Если вы с кем-то в споре, если вы с кем-то в ссоре, особенно если это ваш пол, да, ну, например, вы женщина, смотрите, да, и у вас есть какие-то неприятные моменты с другой женщиной. Я хочу, чтобы вы знали, донести до вас, что эта ситуация, она, скажем так, я не вижу примирения. Я не вижу примирения, потому что эта женщина, этот человек, с кем вы в ссоре, это человек вообще нежелательный для вас и для вашей жизни. Тут, скажем так, этот человек достаточно вредоносный вам идет. И тут вам прям идет такой момент, что нужно воспользоваться ситуацией для того, чтобы этого человека вообще фактически выкинуть из своей жизни и больше никогда о нем не вспоминать. Потому что человек, понимаете, он оставляет какой-то след в вашей жизни, да, и вот прям следит по вашей жизни. Я не знаю, чем-то он либо она вам вредили. Но это не касается любви. Понимаете, не касается любви. Если вы с человеком в любви, если у вас с любимым человеком произошла ссора, выяснение, то здесь я вижу примирение. Причем примирение достаточно быстрое произойдет. И, скажем так, тут, как знаете, как обновление любви пойдет. Просто в прямом смысле обновление, очень яркое примирение, очень жгучее. Причем будет еще много признаний. И вот та ситуация, да, когда вы почувствуете прям безумную любовь, такую привязанность сердечную именно к человеку. Но человек, кстати, тоже к вам очень сильно чувствует. Опять же, повторюсь, тут такой момент, что это вот какое-то такое
затяжное, понимаете, я вижу, что вот эта ссора, она как бы не первая и не последняя. Есть у вас вот с любимым человеком, послушайте, это вот касается именно с любимым человеком, есть у вас нож в спине, вот он этот нож, и кто-то вам в спину его вставил, вы не видите кто, и это не конкретно к вам в нож в спину вставили, а нож в ваши отношения. То есть есть люди, причем эти люди, я так скажу, эти люди, их несколько. И один из этих людей, он прям очень близкий к вам человек, он прикрывается маской вот какого-то доброго человека, добродетельного, такого желающего вам счастья, добра. А на самом деле все его слова, они очень такие ядовитые, токсичные. Человек пытается внести раздор в вашу любовь, в ваши отношения. То есть тут даже тот случай, когда тут больше какая-то, не знаю, то ли ревность, то ли зависть, что-то типа такого идет. Поэтому, мои дорогие, судьба вам, во-первых, даст возможность перемириться, во-вторых, вам откроется истинное лицо вот этого человека лживого, который у вас, ну, где-то рядом, друзья ходят, в близких людях. Понимаете, вам это откроется. И второй человек, это, скорее всего, со стороны вашего партнера. Понимаете, тут у вас, возможно, ревность будет, и, возможно, даже такая ситуация пойдет, что вы, ну, может, даже кто-то попытается поругаться, да, повыяснять отношения вот именно с тем другим, ну, скажем так, искусителем, да, змеи-искусителем назовем этого человека таким образом, да. Если это женщина, то она такая, знаете, она мелкая какая-то по росту, вот реально мелкая, и одевается все время как-то странно. Какие-то странные у нее наряды, такие какие-то, даже это не вызывающее, это скорее вот эпатажные, что ли, не знаю, как это маргинальная женщина, честно, вот ведет, может, такой образ жизни. Вот эта женщина, я вижу, что, возможно, даже кто-то и силу будет пытаться применять. Мои дорогие, ну, вы ее не трогайте, потому что она на самом деле со всеми так общается, и к ней как бы особо ревновать не стоит. Она не враг вам, она не опасная, она не соперница. У вас другой враг, да, который притворяется другом. Вот это важно. И вот судьба вам покажет этого человека, просто вам как казалочка пойдет, да. Этот человек, он просто сам себя обнаружит. Что-то он такое сделает и скажет, что вы поймете, ага, вот значит ты какой, либо какая, вот какие у тебя истинные мысли. И это шанс, который нельзя пропустить. С этим человеком тоже нужно, знаете, как-то заканчивать. По крайней мере, да, если, например, это ваш близкий человек, всякие ситуации бывают, нужно постараться минимизировать общение, да, и поменьше вообще рассказывать, что происходит у вас. Есть такие вот общие слова, да, типа, да, все хорошо, да, все нормально. Вот и вам следует тоже пойти таким путем. Так, еще я тут вижу у вас до конца месяца прям какая-то острая ситуация, она, ну, как округляется, понимаете, округляется, и здесь, ну, я не буду говорить, что она решится, да, но она не будет настолько острой и не будет настолько вас допекать, скажем так, да. То есть дело, которое вас беспокоило, которое прям, знаете, как ныло, болело, оно решится, но решится оно, конечно, не до конца месяца, скорее всего, уже на следующий месяц перенесет, но оно, ну, меньше будет вас, скажем, напрягать, как-то вы потеряете к нему интерес, что ли, да, и как немножечко подзабудете. И на самом деле так и нужно было сделать, потому что я вижу такую ситуацию, когда вы пытаетесь там, извините, из трусика выпрыгнуть, да, решить какое-то дело, но оно не важное на данный момент. У вас есть более важные дела, а вы вот прям сконцентрировались и все, и очень сильно переживаете, что у вас не получается. Мои дорогие, просто время не для этого дела, оно не пришло. Вам нужно концентрироваться совершенно на других делах. На каких делах? Здесь у вас еще какая-то акула. Прям вот смотрите, очень четко вот акула такая страшная выплыла, да. Причем она выплыла прям чуть ли не на самую середину. Вот эта акула, это очень какой-то неприятный момент, который может произойти. Это не опасность в прямом смысле слова, а испуг скорее, вот испуг. И вы, мои дорогие девочки, мальчики, кто меня смотрит, конечно, больше, вот не знаю, у меня как-то песок на девочек больше похож, больше какая-то женская все время считывается информация. А здесь большой риск вот чего-то очень сильно испугаться. И я хочу предупредить всех тех, кто, например, там беременные, либо с неуравновешенной психикой, да, все мы немножечко того, пожалуйста, вот прям берегитесь. Вот до конца месяца,
Может быть такой момент, что вы очень сильно испугаетесь. Понимаете, вот прям момент испуга. Этот испуг, он как бы пустой идет, понимаете, пустой. Но тем не менее, он может произойти. И этот испуг будет связан с какой-то очень такой непонятной, мутной дорогой. То есть может быть темное время суток, может еще вот при каких-то обстоятельствах достаточно мутных. Да, вот я четко тут не скажу, потому что вот сама дорога, она какая-то вот вся нечистая, с какими-то препятствиями и с мутью. То есть здесь очень нужно быть вот прям начеку. И понятно, да, постараться вот не пугаться, потому что, ну здесь, знаете, как пустой испуг идет, и он может просто навредить вот вашей психике, да, особенно если кто-то беременный, то понятно, да, вообще беременным нельзя пугаться. Так что, мои дорогие, здесь я вижу вам по этой дороге, по мутной, будет человек предлагать свою помощь, говорит, ну, там, хочешь, я тебя подвезу, либо хочешь, я тебя проведу, либо там, давай вместе пойдем. И вам этот человек как-то не очень приятный, и вы такая, типа, ты что, не надо, я сама, вот не надо, идите лучше с этим человеком. И тогда вот этот испуг, он будет просто какой-то минимальный и, ну, скажем так, как говорят, отделаешься легким испугом. Я вижу, что человека вам высшие силы пошлют, высшие силы вам дадут, поводыря, да, проводника, да, извините, проводника дадут, и этот человек, ну, он как бы не просто так вам напрашивается. Лучше идите с кем-то, особенно в темное время суток, не ходите по одному, а идите с кем-то, и будет все у вас хорошо. Так, еще момент, здесь у нас какие-то вкусняшки, прям вкусняшки. Здесь, мои дорогие, будет у вас какой-то праздничек, либо вы куда-то будете приглашены на какой-то праздник, либо вы сами что-то такое вот купите, сделаете, будет очень вкусно и очень замечательно. Я вижу праздник, я вижу стол накрытый вкусняшками, и вам это очень, знаете, нравится, и тому человеку, который с вами тоже нравится. Я вижу здесь, по крайней мере, одного человека, который вот с вами разделяет это все. И тут, конечно, могу сказать так, что покушаете вы вкусняшку, и будет вам очень-очень хорошо. А еще я вижу у вас какую-то невероятную обновку. Очень красивое платье, либо какая-то очень красивая одежда, как будто бы вы меняете свой гардероб. Вот даже если посмотреть на этот рисунок, видно, да, девушка в очень красивом наряде. Вот прям такая юбка летящая. И она так руки расставила, да. Очень красивая одежда, вы красуетесь перед зеркалом. Тут, кстати, может быть несколько каких-то красивых вот одеяний вы себе купите, себя очень сильно порадуете. И будете очень-очень довольны, как эта одежда на вас сидит, как вы выглядите, ваше отражение в зеркале будет вас просто как-то невероятно радовать. Здесь счастливые глаза, понимаете, очень счастливые глаза. Кто-то, кстати, даже вот проработает себя, макияж. Но это хорошее настроение, вот эта энергия, понимаете, вот эта цифра 7 дает вам эту энергию и это счастье. Вот так вот. Давайте еще посмотрим, что нам покажет песок. Чем одарит вас судьба до конца этого месяца. Так. Угу. Ну, смотрите, вы в компании своих друзей, у вас есть хорошие друзья, коллеги, не знаю, соседи. Вот есть люди, которые вас поддерживают, которым вы не безразличны, которым вы очень нравитесь, симпатичны. И плюс есть человек, который вот прям, ну, души в вас не чает. То есть здесь определенно есть человек, который тайно влюблен. Это не тот человек, например, с которым вы рядом, с которым вы в отношениях, а человек тайно влюбленный в вас. Он себя прячет, он за вами наблюдает. Здесь вот прям человек как в интернете может наблюдать, да, так и вот он где-то может с вами рядом находиться, работать в соседнем офисе, там, жить в соседней квартире, да. Человек на вас смотрит, и человек любит. Человек любит, но не открывается. Кстати, может быть, потому что он и не свободен. Кстати, о птичках. Здесь, мои дорогие, я вижу, что 2 кольца. Будет разговор у вас о браке. Может быть, кто-то даже получит предложение руки и сердца. А может, кто-то получит предложение съехаться, потому что тоже ключик идет, ключик от квартиры. У кого-то, кстати, переезд. И переезд достаточно такой неожиданный, спонтанный. Ну, знаете, как неожиданно очень хороший вариант вам подвернулся, и вы не теряете время, вы за этот вариант беретесь. Еще интересно, здесь показан поход, ваш какой-то поход по магазинам, скорее всего, где вы с огромными сумками, уставшие,
даже немножечко раздраженная, вот идете, вам тяжело. С одной стороны тяжело, да, вы устали, а с другой стороны вам так хорошо на сердце, что вы вот прям купили то, что хотели, о чем мечтали. Прям такое, знаете, ощущение двоякое, да, с одной стороны не хочу, устала, а с другой стороны как же, блин, приятно, вот сейчас приду, там померяю, да, вот такое состояние. Здесь еще музыка, здесь нотка вышла, смотрите, нота музыкальная, будет какая-то приятная музыка, что-то такое необычное, да. Может, найдете какую-то необычную музыку, будете слушать, может быть, что-то вам прям полюбится всем сердцем и душой. Ну, а у кого, скажем так, музыкальные таланты, да, кто там поет, играет, то я так скажу, будете поражать вокруг людей именно своим даром, своей способностью творить прекрасную музыку, да, либо дарить людям прекрасный голос, да, вот пение. Здесь вторая ваша половинка, любимый человек вырисовался, человек с каким-то предложением о поездке, потому что это вот и сердце, и ботинок. Понимаете, что-то человек вам будет предлагать, куда-то съездить, что-то сделать. А вот смотрите, вот интересно, да, у кого-то вот прям колечко. Колечко с бриллиантиком идет. Вот это не обручальное кольцо, а с бриллиантиком. То есть предложение руки и сердца. Может, просто вам подарочек подарят, кто знает. Да, вот мужчинка вас порадует, принесет вам колечко с бриллиантом, да, признается в своей любви. Здесь однозначно, мои милые девушки, тут предвкушение перемен, здесь хорошее настроение, есть здесь какой-то позитив, причем позитив как бади-позитив, так и в целом по жизни. Энергия, очень сильная энергия. Вот у вас последние вот недельки, да, 2 недельки у нас получается, либо 1 неделька уже сбилась. У вас подъем эмоциональный и какой-то душевный, духовный подъем. Вы прям, понимаете, вы ставите перед собой цели, вы к ним идете, и вы не устаете. Вы не устаете, вам хорошо. В собственном доме вот здесь явно какие-то перемены, либо переезд. Вот как ни крути, там я у вас и ключик видела, здесь у вас стрелочка и дом. Понимаете, здесь кто-то вот будет апгрейд проводить в доме, да, что-то менять, что-то переустанавливать. Может быть, даже какой-то маленький ремонтик затеять, да. Но у кого-то, у большинства даже может быть какой-то вот смена дома. Может, вы где-то в гости кому-то поедете, какие-то хорошие, да, люди вас пригласят, и вы там поживете несколько дней даже, да, вот даже поедете там на день в гости, а вас оставят на несколько дней. Может быть даже ситуация того, что вы действительно переезжаете, вот неожиданная возможность переехать. Но как бы там ни было, я вижу, что вы наслаждаетесь тем временем, которое вы проводите дома. Вам там хорошо. И все, что вы делаете для дома, вас тоже очень, радует, да. Например, мужчина предложит вам съехаться, да, и вы, например, к нему переезжаете, вы будете облагораживать его дом, и будете чувствовать себя очень хорошо, там, знаете, душа будет просто петь. То есть такое хорошее состояние. Так, здесь я еще вижу какие-то красивые цветы. Вам будут дарить цветы, причем несколько раз. И цветы какие-то необычные, да, какие-то экзотичные, и у них какой-то необычный запах. Вам очень нравится, и вы все время думаете, вот какие цветы, да. Почему раньше я никогда не обращала внимания на эти цветы? Так, еще я вижу человека, который вот он, не знаю, у него какие-то очень длинные ноги и очень длинные руки. То есть это человек явно из вашего какого-то прошлого, который вот своими длинными руками и ногами к вам делает путь. Но это уже ближе к самому концу месяца этот человек у вас объявится. И этот человек, он тоже к вам с чем-то приходит. Ой, слушайте, мои милые девочки, если ваш мужчина, он работает где-то далеко, там на вахте, в командировке какой-то длительной, то мужчина возвращается просто с каким-то, не знаю, баулом подарков, с цветами, с любовью, да, издалека он приезжает. Тут какая-то вот прям безумная радость и встреча, и любовь, все у вас будет. Если вы, например, по интернету с кем-то познакомились, да, с кем-то общаетесь издалека, то тут тоже вот это вот длинные ноги и руки этого мужчины не означают, что будет встреча. Мужчина к вам вот навстречу идет. У кого-то вот мужчина, прям вижу, по воздуху к вам летит, вот издалека. То есть к концу месяца, да, будет такая возможность вам встретиться, повидаться. Либо, кстати, мужчина может и вас позвать, но больше тут выглядит как мужчина сам, скажем так, нарисуется перед вами. И встреча очень хорошая, встреча очень знаковая, хорошо пройдет. Но правда как-то коротко, не знаю, вот те, кто на расстоянии, у вас как-то коротко будет.
То есть прям такая, знаете, как свидание такое идет. Не знаю даже почему у вас так все коротко. Пишите в комментариях. Но, тем не менее, вам будет очень приятно, вы получите удовольствие и большую радость от этого всего. Здесь, кстати, голова коровы еще есть, такой, знаете, с рогами. Корова у нас, скажем так, с рогами, которая вот просто морда коровы, это знак того, что у вас, ну, ваша сила, да, ваша сила, и вы сможете отстоять свое место под этим солнцем и доказать свою значимость. То есть на работе, по работе у вас какие-то вот прям свершения пойдут, свершения и достижения. Так что, мои дорогие, дерзайте, все у вас получится. Мне ваш песочек очень понравился. Очень такой, знаете, говорящий был. И хорошие события. Особенно все, что касается вот вас, какая вы красавица, и любви. Мои дорогие, на этом гадание мое закончено. Если гадание понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и, конечно же, пишите комментарии. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.